Ассаламу алейкум, уважаемые братья и сестры, жители республики, да и не только, жители всей России. Вы до сих пор наблюдаете за ситуацией в Ингушетии, за репрессиями, которые продолжаются и которые имеют место быть в нашей республике. Помимо тех штрафов и арестов административных, сейчас по уголовным делам проходят 9 парней, все они находятся в ВВС Нальчике. Я сейчас перечислю их имена. Это Хаутиев Багаудин, это Добриев Абу Русланович, это Хамхоев Гелани Магомедович, Хамхоев Магомед Мусаевич, Можахоев Ибрагим Хусейнович, Зауров Хаваш Баширович, Ажигов Адам Батырович, Барахоев Ваха Муратович, Асканов Эмир Мухадирович. Это точная информация, которая у нас сейчас есть. У каждому из них представлены адвокаты. Мы будем предпринимать все меры для того, чтобы освободить наших парней. И мы будем, более того, мы постараемся принимать все необходимые меры, чтобы освободить наших парней. И мы сделаем все, чтобы об этой несправедливости, об этом беспределе узнали во всем мире. Это давление, которое оказывается и на местных общественников, и то, что их увозят в соседние регионы, это специальная провокация, попытка разжигания межнациональной розни, это попытка возбудить ненависть между ингушами и кабардино-балкарскими народами для того, чтобы столкнуть эти народы между собой. Это такая попытка, провокация от местного руководства. На самом деле и в Ингушетии есть много камер, где есть места, они фактически пустуют, и об этом говорят официальные лица, представляющие руководство республики, а также правозащитное сообщество, относящееся и аффилирующееся с властью местной. Я хотел бы в первую очередь успокоить самих этих молодых парней, их родственников, и сказать о том, что мы ни на секунду не отступаем от своей деятельности. Наоборот, это еще больше дает нам стимула, импульса придает для нашего движения. И мы не будем на этом останавливаться. Хотел бы сказать людям, которые организовывают эти репрессии, неужели вы думаете, что такими методами запугивания вы остановите нас? Мы понимаем, на какую стезю мы вышли, и наоборот, для нас честь получить самое тяжелое наказание за вот эту нашу деятельность. Пусть даже нас убьют, пусть даже нас посадят, это нас ни за что не остановит. Я хотел бы также сказать, что мы здесь сегодня находимся не потому, что мы лучше других жителей республики, а потому что сегодня это так получилось, Всевышний так расположил. Но при этом вчера были одни, сегодня мы, завтра будут другие. Непременно люди, которые будут отстаивать права народа и которые будут защищать Ингушетию от недругов, которые сегодня занимают места в руководстве, в парламенте, в правительстве и в администрации главы, в том числе и сам глава. Хотел бы повторить слова Соломбека Сагапшинского, истинного мужчину, которого в свое время также гнобили и подвергали репрессиям, в итоге убили, но он навсегда остался в памяти ингушского народа и всего российского народа. А те, кто его пытали и убили, о них сейчас даже никто и не вспоминает. Он произнес такую речь, такую фразу, буквально до того, как смертный приговор привели в силу. Кто трусом родится, мужчины золотые погоны не сделают. Так вот, я хотел бы сказать вот этому человеку, что какие бы медали на тебе не были, какие бы погоны на тебе не блестели, для нас, в частности, для ингушей, ты никто. Это одно. И второе, я хотел бы еще также добавить, мы по-прежнему также ни от кого не скрываемся, мы по тем же адресам продолжаем жить, ночевать и ходить по этой республике, и не намерены ни от кого скрываться. А то, что врывались с утра, то, что вламывались в дома и держали нас под дулами автоматов, я просто не могу понять, кого пытаются запугать, и вообще была ли в этом необходимость. Буквально за день до этого я также находился в следственном управлении, и до 11 ночи меня допрашивали. И самое интересное, что буквально через день я опять должен был туда явиться. Но несмотря на это, и ко мне ворвались, и к другим активистам, и патриотам Ингушетии. В принципе, я хотел бы успокоить народ и сказать, что мы ни на йоту не отступаем, мы по-прежнему на той же стезе, на той же дороге. Я хотел бы призвать отдельно, во-первых, поблагодарить единственного спортсмена, который достойно выступил и наконец-то проявил свою гражданскую позицию, это Аздоев Ахматхан, представляющий ММА. Я также призываю и других спортсменов, мне просто тяжело осознавать это. Я всегда восхищался вами. Я думал, что физическая сила, она всегда сопутствует духу, сердцу. По крайней мере, в последнее время я замечаю, что успехи на татами, успехи на ринге, они никак не влияют на вашу позицию гражданского общества, и вы как-то не влияете вообще на гражданское общество Ингушетии. Я призываю вас, тех, кто говорил, надо голосовать за Евкурова,
тех, кто говорил, что надо поддерживать путь Евкурова, скажите хоть что-нибудь в пользу этого народа. Неужели вы не видите вот это положение? Неужели вы не видите, как наших парней задерживают и по беспределу держат в СИЗО, в ВВСах? Наконец-таки проявите свою позицию. Я не говорю о тех, кто до этого молчал, кто не является медийной личностью, но те, кто ранее себя зарекомендовали как медийные личности, наконец-то скажите хотя бы хоть что-то и проявите свою гражданскую позицию. Либо вы с народом, либо вы против народа.